Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую вас в этом зале на концерте, вы сами знаете кого. Очередная акустика в Грифоне. Уже сбился я со счету какая. В рамках этого проекта было у нас уже множество музыкантов, хотя бы по географическому распределению этих людей. У нас был Вася Уриевский из Саратова, у нас был Виталий Старжинский из Перми, у нас была территория тишины из Екатеринбурга, у нас был Владимир Мирошкин из Ижевска, у нас завтра будет Григорий Донской, непонятно откуда, то ли из Перми, то ли из Москвы, то ли вообще из всего мира. Может, я кого-то не упомнил, но, в общем, акустика продолжается. И сегодня у нас с вами в гостях совершенно прекрасный ижевский деятель Александр Соковнин. Почему так долго я подбирал слово? Потому что на самом деле очень сложно подобрать определение под человека, который работает вот в этом жанре. Потому что жанр слова «бард» и автор-исполнитель имеют как бы очень яркую ассоциативность, которая, в общем, никоим образом не ассоциируется с Александром Соковниным. С другой стороны, ничего более подходящего для определения подобного вот формата «человек с гитарой» не придумано. В Соединенных Штатах Америки есть, и вообще в западном шоу-бизнесе есть понятие «singer and songwriter». И это вот наиболее подходит, но я могу лично сказать, что я считаю этого автора, пусть уж так будет, исполнителя, одним из самых актуальных отражателей современной действительности города Ижевска. Может, он сам даже про это не думает, но вот это то, как я его встраиваю в эту общую картину ижевской музыки. Но вот он, Александр Соковнин, он такой, какой он есть. В галерее «Грифон», хочу вам сообщить, он уже второй раз, причем с огромным перерывом, потому что первый раз был 9 декабря 2010 года. То есть почти 1,5 года назад, и потом я его слышал, например, осенью с большим концертом в рамках дилетантов, путешествия дилетантов в русскую словесность. И вот сейчас Александр снова в галерее «Грифон». Если кому-то интересно, то записи с предыдущего концерта в «Грифоне», они есть в интернете, можно их посмотреть. Они тогда играли вдвоем, Александр на гитаре и пел, еще один Александр Невостроев, он подстукивал на разных инструментах. Сегодня Александр тоже, кстати, будет не один. Вот тут еще один микрофон стоит, но я не понимаю, наверное, сюрприз какой-то, потому что в афишах ничего не заявлено. Поэтому ожидаем такого неожиданности. Ожидаем неожиданности. Отлично. Итак, друзья, это галерея «Грифон». Встречаем Александр Соковнин. Здравствуйте. Я буду петь чуть меньше, чем говорил Саша. Александр, включите, пожалуйста, кнопку «Mute» и кнопку «Go» на клавике. Она не там. Ага, супер. Классно. Раз, два, три. Спасибо, что пришли. Клево. Вечерело, праздник не кончался, на недостройке в красный день календаря. Не вышло на работу все начальство, по темным переулкам плелся я. Червяк в руках уныло задухая, сменил безрадостно другого червяка. За ним еще один червяк дошел до края, упав из рук помявшийся слегка. Темнее не стало, я достал гранату, зачем-то положил чеку на стол. Разжилась хватка, я стал ждать расплаты. Я ждал весь день, за мной никто не шел. Стало светлей, совсем исчезли тени. Моя граната хохотала на полу и покатилась вниз к затоптанным ступеням, где червяки читали ей хвалу. Она катилась долго, без возврата, ни взрыва ей, ни крови на груди. Она была сама уже не рада, ей было некогда и некуда пойти. Ей неизвестно то, что неизвестно, а что известно, неизвестно что.
когда сомненья червь проточит в теле бездну и съест свою последнюю мечту. Я разорвусь на мелкие кусочки, на лампочки, кастрюли и шабаш. Я мир себе построю в одиночку и плюну в эту бешеную блажь. Куда девались недописанные строки, с гранатами, червями мой почин. На недостройках гнуть свой путь уставом строгим, чтобы очнуться раненым в ночи. Чтобы очнуться раненым в ночи. Чтобы очнуться раненым в ночи. Спасибо. Все слышно. Гитару, голос, всех все устраивает. Концертик будет небольшой, состоять из 2 отделений. Мне бы хотелось с вами пообщаться, потому что с некоторыми из вас я не знаком. Если вам вдруг скучно будет просто так сидеть, можете что-нибудь спрашивать. Я, конечно, не лауреат Нобелевской премии и не великий русский поэт, но что-нибудь отвечу. Слепая собака, кто в доме хозяин, когда отползаем со смертью в кусты. Ты мне не сказала, и я не заплакал. Хозяином будешь сам себе ты. Шрам, 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 жизнь не поделишь пополам. Хлам, 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 ты уже умер, а я еще там. Шрам, 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 жизнь не поделишь пополам. Хлам, 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 ты уже умер, а я еще там. Квартира пропахла дорогой и сексом, влюбленная кровью, влюбленные сердцем. Кого по разлуке, кого по расчету, всегда из рук в руки, всегда зубной щеткой. Шрам, 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 жизнь не поделишь пополам. Хлам, 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 ты уже умер, а я еще там. Шрам, 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 жизнь не поделишь пополам. Хлам, 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 ты уже умер, а я еще там. Ва-ба-ба-ба-ба-бай, ва-ба-ба-ба-бай, ва-ба-ба-ба-бай, ва-ба-ба-бай. Шрам, 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 жизнь не поделишь пополам. Хлам, 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 ты уже умер. Спасибо. Вечно беременны, время немерено, котята в проруби. Пусть электроникой проверено, а ты люби. В нашей-то сырости, чтоб что-то вырастить, надо войти во вкус. Взойдет над грядкой правдою маткою солнце или арбуз. Покой за горлышко рукой, ты уже другой. Знаешь, солнышко, будет урожай, вот и будем уважать. А кто тебя сажал, зернышко? Ха-ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Кто
Родней тебя я, найду тебя сам. Скользкие вечером, утром калечены по растаявшим льдам. Все, что у меня, камни времени, песни, солнечный сон. А без живота будет пустота, семя не даст росток. А без живота будет пустота, семя не даст росток. Так воля и покой за горлышко рукой, и ты уже другой. Знаешь, солнышко, будет урожай, будем уважать, а кто тебя сажал, зернышко? Ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Я настраиваю гитару и разговариваю с вами. Александр очень много говорил по поводу принадлежностей. Видимо, это его профессия, потому что он журналист. Ну, во-первых, много говорить, а во-вторых, давать какие-нибудь имена. Ну, собственно, наверное, поаплодируем Александру за его профессию. Спасибо. Сразу и не заметишь кошку в осеннем парке. Знаю, что не совпало, просто ее увидел мальчик, сбежав из школы, рыжую в красных листьях. Здравствуй, моя подруга, тише, а ты меня видишь мимо на тонких шпильках. Цокает гимназистка, но уже не королевство. Вижу, и я доволен, шпильки две острых шпаги колют шальные листья. Это важней, пожалуй, светловолосых принцев. Мальчик, тебе впервые время дало осечку. Ты никому не скажешь, что тебя и не видно в этих осенних парках, в этих позерских школах. Только пронзают шпильки красные листья сердца. Сразу и не заметишь кошку в осеннем парке. Знаю, что не совпало, просто ее увидел мальчик, сбежав из школы, рыжую в красных листьях. Здравствуй, моя подруга, тише, а ты меня видишь? Как радио народу стоит собак. И волны, волны, волны. Я жил на этой станции полгода, и вот теперь я говорю довольно. Я ухожу, а ты включу погромче, чтоб было видно воду и пустыри, и тем лишил себя же полномочий и шансов изменить прямой эфир. Но, батюшка, царь, храни раба своего Александра. Батюшка, царь, храни раба своего. Диво поет, динамик безутешен, губы сами подпевают в такт, словно целуют нелюбимых женщин. Все по привычке, быстро, просто так, пародии.
на солнечное лето претензией народного хита по радио. Передаю приветы, и сеть привычно кем-то занята, но батюшка-царь храни раба своего Александра. Батюшка-царь храни раба своего, обожанье, дней неравнодушье в твоих страданиях. Глупее нет занятия считать себя ненужной и ожидать, когда придет поэт. И вот теперь, одну волну хлебнувший и не приплывший ни к каким другим, я становлюсь не хуже и не лучше осенним пляжем, тихим и глухим, да-да, осенним пляжем, тихим и глухим, осенним пляжем, тихим и глухим, осенним пляжем, тихим и глухим, осенним пляжем, тихим и глухим. Но батюшка-царь храни раба своего Александра. Батюшка-царь храни раба своего, батюшка-царь храни раба своего Александра. Батюшка-царь храни вас всех. Песенка про Аню. Два адреса в кармане доктора и гитаристки Ани. Да, конечно, но простите, у меня два адреса в кармане доктора и гитаристки Ани. Все, что сказано, сбылось с отчетом. Боли нет и Ани нет, есть кто-то с номером, и я забыл моторы. Увезите меня в дом, который не взорвется от аплодисментов, не сдается под апартаменты. Новая карта дорог, пересадка сердца. Я выхожу за порог, чтобы оглядеться. Выйду за угол, пересеку континенты. Мир не так уж и плох, когда в нем есть ты. Мир не так уж и плох, когда в нем есть ты. У тебя лекарство от лекарства, хватит дергаться, харе трепаться. Да, конечно, тебе можно сразу сдохнуть, друг напьется, а подруги охнут. И твоя любовь к жизни коей не было, капала была былью боль белого. Где твой доктор, что спасет от глупости, от зимней куртки лета? Все, прости, новая карта дорог, пересадка сердца. Я выхожу за порог, чтобы оглядеться. Выйду за угол, пересеку континенты. Мир не так уж и плох, когда в нем есть ты. Мир не так уж и плох, когда в нем есть ты. Аня под мостом режет мир на фантики, в Ялту, алкоголь, в Петербург. Романтика завернет налево в городок без имени, назовет как хочет, тут уж извини. Точный адрес, след подошвы на обочине, мы с тобой узнать не уполномочены. Аня видит сны на том конце земли, там, где мы с тобой еще не были. Новая карта дорог, пересадка сердца. Выхожу за порог, чтобы оглядеться. Выйду за угол, пересеку континенты.
так уж и плох, когда в нем есть ты. Мир не так уж и плох, когда в нем есть ты. Мир не так уж и плох, когда в нем есть ты. Спасибо, спасибо. Убери из языка частицу «не». Все возможно, все подобно чуду. Ты идешь на кухню мыть посуду, я смотрю на отражение в окне. Ты идешь на кухню мыть посуду, я смотрю на отражение в окне. Убери в календаре цифру завтра, дату не сегодня. Это все проделки старой сводни, это все зарубки на коре. Это все проделки старой сводни, это все зарубки на коре. Не пускай нигде и никого в праздной грусти, в каменном веселье. Среди книг, прочитанных в постели, слишком много слов для одного. Среди книг, разорванных в постели, слишком много слов для одного. Среди книг, разорванных в постели, слишком много слов для одного. Убери из языка частицу «не». Все возможно, все подобно чуду. Ты идешь на кухню мыть посуду, я смотрю на отражение в окне. Если б не страхи мои, 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 если б не страхи мои. То ли дым, то ли крест над полем, то ли зима нас за нас водит, то ли от ветра склонится ветка. Что же мне делать с ней? Что же мне делать с ней? Там, где тропа от моря в горе, там, где забытое нами горе, там, где луч солнца прямо в руки. Хочешь веревки — вей, хочешь веревки — вей. Если б не страхи твои, 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 если б не страхи твои. Там бы клониться в пояс свету, там бы искать свой поезд туалета. Только склонились с неба нити, хочется ими шесть, хочется ими шесть, хочется ими шесть. Те кружева, что тебе на плечи, пускай не проще, но чем-то легче. Чужих оков, что тянут в прорубь, хочется с тобой жить, хочется с
с тобой жить, хочется с тобой жить. Если б не страхи мои, 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 если б не страхи мои. Спасибо. И вот тебе за 70 ты продаешь свой сад, сложно трудиться, и дети не пойдут в отца, и ягоды склюют шальные птицы. Скажи мне, папа, для кого ты строил этот дом? Скажи, что для себя мне будет легче жить. Скажи мне, папа, для кого ты строил этот дом? Скажи, что для себя мне будет легче жить. Какой-то малолетний папа женился, чтобы просто бросить пить. Жена зовет его растяпа, ему плевать, он очень крепко спит. Скажи ей, папа, для кого ты строил этот дом? Скажи, что для двоих ей будет легче жить. Папа, для кого ты строил этот дом? Скажи, что для двоих ей будет легче жить. Мой сын во сне несет цветы моей ограде, его об этом просишь ты, и Бога ради. Скажи, сынишка, для кого я строил этот дом? Скажи, что для тебя мне будет легче жить. Скажи, сынишка, для кого я строил этот дом? Скажи, что для тебя мне будет легче. Надеюсь, на этом наша первоначальная грустная часть концерта закончится. Я сниму очки. Ни у кого не появились никакие вопросы? Так здорово. Песенка послесловия. 2 рельса, 2 кофе, 2 книги, 2 долгих разлуки. От вспыхнувшей спички на улице 2 огонька. Все проще, все легче, чем мы представляем от звуки. Не стыдно, не стрёмно, не пошло играть дурака. Главное не испортится, радость моя наполнится, наполнится, наполнится тоскою. Не скурвится и не сбардится, радость моя на полчаса, горе мое на полчаса. Радость моя, моя, моя. Художник звонит, предлагает мне сделать картину. Я голый сир, но по-прежнему бью барабан. Я верю, я знаю, я чувствую, что скоро двину. А может быть, двинусь и сгоряча дерну 100 крат. Но главное не испортится, радость моя наполнится, наполнится, наполнится тоскою. Скурвится и не сбардится, радость моя на полчаса, горе мое на полчаса. Радость моя, 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 да. Ба-ба-ба-ба-ба-бай, ба-ба-ба-ба-бай, дам-да.
испортится, радость моя наполнится тоскою. Не скурится и не сбавится радость моя на полчаса, горе мое на полчаса. Радость моя, радость моя и ваша. Еще одна песенка, тоже называется «Послесловие». Вообще, на самом деле, очень интересно придумать название песни, потому что, не знаю, как. Надо придумать такое слово, чтобы ты ассоциативно сразу понял, о чем идет речь. Вот. И у меня получается послесловие 1, послесловие 2, послесловие 3. Вот. И все это разные песни. Еще одно послесловие. Раз, это я, чем-то похожий на вас, проданный смерти в рассрочку за точку зрения, точку. А ну-ка подумай. Удивительно, между нами стена. Удивительно, между нами стена. Если есть пустота, значит есть перспектива. Я меняю цвета, до свидания, счастливо. Это скидка для тех, кто не хочет в рассрочку. Точка зрения для всех, точка зрения, точка. Какой шок, один шаг недосягаем и так, и этот как самое главное слово. Молчание снова и снова. А ну-ка скажи. Удивительно, опять тишина. Удивительно, опять тишина. Мой Бог в точке А и Б, я скучаю без дела, превращая людей в имена, имена в времена. А ну-ка удай. Удивительно, неудивительно, неудивительно. Если есть пустота, значит есть перспектива. Я меняю цвета, до свидания, счастливо. Это скидка для тех, кто не хочет в рассрочку. Точка зрения для всех, точка зрения, точка, 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 точка. Спасибо. Песня посвящается Александру Ису. Обволакивая стержень рваной шкурою одежд, я пытаюсь безнадежно отказаться от надежд. Я мечтаю, как котенок, вдруг лишившись молока, оттряхнуться от пеленок, стать котом наверняка. Я уже прочел все книги, отрастил себе усы, я купил себе в бутике супермодные трусы. Моя маленькая кошка ждет меня по вечерам, для нее любовь не роскошь, роскошь нам не по годам. Будь готов, всегда готов, не кастрируйте котов. Лучше миг любви, чем жизнь на самарку. Снова наступает март, рада ты, я тоже рад. Здравствуй, я принес тебе подарки. Здравствуй, я принес тебе подарки. Мяу, 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 мяу.
мечтаний. По кусочкам, как гранит, я скажу: идите в баню, у меня душа болит, в этом мире только тени. Суета да маята, как избавиться от лени, вот желание кота. Но приходит его кошка, открывается вино, закрывается окошко и выходит. Все одно, что желание, что страдание, что любовь, что смерть, что стон. Нам, котам, даны заранее одиночество и сон. Будь готов, всегда готов, не нервируйте котов. Лучше миг любви, чем жизнь на смарку. Снова наступает ромарк, рада ты, я тоже рад. Здравствуй, я принес тебе подарки. Здравствуй, я принес тебе подарки. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Да-да-да-да-да.